бюджета на 2013 год, независимый эксперт Юлия. Спасибо большое, господин председатель. Уважаемые члены правительства, уважаемые представители общественности, депутаты Кабинета, я хотела бы представить вашему вниманию заключение экологической экспертизы проекта бюджета на 2013 год и прогноза на 2014-2015 год. Я хочу сразу оговориться, что экологическая экспертиза бюджета, проекта бюджета делается в нашей стране впервые. И поэтому я хотела бы высказать благодарность Комитету по бюджету и финансам и программе проекта ПИСА по прозрачности национального бюджета. Я буду говорить от имени экспертной группы, которая работала над заключением, и приведу несколько те выводы, к которым мы сегодня пришли. Во-первых, мы рассматривали не только документацию, которая связана непосредственно с проектом бюджета, но мы также рассматривали и международные обязательства Казахстана в этом отношении. Мы смотрели институциональную структуру, а также программы, национальные программы и проекты, которые реализуются в этой области. Кроме того, мы опирались на статистические данные, которые нам были доступны. Статья 48 Конституции говорит, что каждый имеет право на благоприятную экологическую среду. И в этом смысле государство, конечно, должно обеспечивать, государство один из тех игроков, которые обеспечивают это право. Но при этом, когда мы анализируем структуру средств, которые тратятся на охрану окружающей среды, начиная с 2009 года, мы посмотрели именно эти данные, до 2011 и сегодняшний день мы видим сокращение средств, которые уделяются на охрану окружающей среды. Обратите внимание, расходы по функциональной классификации бюджета, и мы видим, что вопрос охраны окружающей среды находится на последнем месте именно по вот этой функциональной классификации. Но при этом, если мы посмотрим доходную часть бюджета, то мы рассматривали налоговые платежи, которые поступают из природных ресурсов, и увидели, что это довольно большая доля и составляет более 20%. То есть получается, что от эксплуатации природных ресурсов мы с вами получаем достаточно большое количество средств, да? Но при этом количество средств, которые расходуются на охрану окружающей среды, оно очень мало и составляет 0,4%. Вот в эти 0,4% входит еще и то, что сюда внесены средства на администрирование в государственных органах, и средства на администрирование государственных органов составляют более 60%, да, порядка 68%. А непосредственно средства, которые выделяются на деятельность по достижению устойчивого развития, по достижению по реализации инициатив в сфере охраны окружающей среды, они занимают чуть более 30%. Когда мы посмотрели расходы, каким образом следующий слайд. Каким образом тратятся расходы, то мы увидели, что, например, вот фонд охраны окружающей среды, это спецфонд, который расходует эти средства, он расходует их следующим образом. То есть там порядка 57% расходуется на вопросы, связанные с развитием лесной отрасли, озеленением и благоустройством. То есть сама формулировка статей, она не дает возможность выделить, так на что же конкретно были потрачены те или иные средства. На озеленение или все-таки на благоустройство. И когда мы стали смотреть детализацию, то есть там же, пожалуйста, мусорные контейнеры для города Бишкек, там же и озеленение и так далее. Да? Но для того, чтобы нам поддерживать природный капитал, из которого мы берем основные ресурсы, да, для развития экономики, нам необходимо вкладывать средства в поддержание естественных экологических систем, пастбищ и так далее. И вот обратите внимание, то есть одна из проблем существующего бюджета в том, что существующий бюджет, проект бюджета на 2013 год не видит как один из рисков, это риски экологических экстерналей или отложенных расходов. Что такое экологические экстерналии? Это неучтенные внешние воздействия хозяйствующей деятельности на те или иные аспекты развития экономики. Да? То есть, например, если у нас работает завод и выбрасывает определенные загрязняющие вещества, то это так или иначе это будет отражаться и на качестве продуктов, которые будет производить сельское хозяйство. Вот чуть раньше. Вот обратите внимание, динамика серии паводков.
ситуации, связанные с естественными экосистемами, с окружающей средой, динамика их увеличивается. Мы видим, что мы должны с каждым годом тратить все больше и больше средств и ресурсов бюджета для того, чтобы ответить на вот эти вызовы. Да? При разрушении естественных экосистем, природного капитала, который на сегодняшний день есть, риски и глубина и серьезность воздействия чрезвычайной ситуации, она будет нарастать. И поэтому нам необходимо уже сегодня учитывать те риски от деградации окружающей среды, которые на сегодняшний момент есть. То же самое мы видим, пожалуйста, по природным ресурсам, которые являются базой для экономического развития. На сегодняшний день мы видим, что с 80-х годов до 90-х годов продуктивность средняя зерновых с центнера составляла 34, ориентировочно 34 центнера в гектар. А с 96 по 2010 год она снизилась до 25 центнеров в гектар. И это тоже, вот это снижение продуктивности, это тоже риски для бюджета и риски для будущего развития. Кроме того, зафиксирована и общая тенденция увеличения площади деградации пастбищ. И мы сегодня видим, что вот, например, на этой диаграмме я привела пример, что во многих из областях нашей страны количество скота, который выпасается на пастбищах, оно превышает предельно допустимые нагрузки. Кроме того, изменяется структура стада. Да? То есть если у нас увеличивается количество крупнорогатого скота, то это влияет на то, что деградация пастбищ будет ускоряться. И в этом смысле, конечно, нам необходимо, когда мы рассматриваем вопросы охраны окружающей среды, нам необходимо говорить о природном капитале, как мы относимся к нему сегодня, какие ресурсы мы закладываем для его поддержания сегодня, чтобы не получить ухудшение ситуации завтра. Кыргызстан является активным игроком на международном пространстве по вопросам окружающей среды. Сегодня мы являемся стороной 12 международных конвенций экологических и 3 протоколов. Но при этом, когда мы анализировали средства Государственного фонда по охране окружающей среды, мы выявили, например, факт, что с 2009 года не было внесено платежей взносов по международным экологическим конвенциям. И если мы посмотрим на структуру расходов, на деятельность, связанную с реализацией обязательств по 3 глобальным экологическим конвенциям, мы увидим серьезнейший дисбаланс, что порядка 98% средств на это выделено донорами, тут чуть больше 2% только выделяется страной. И поэтому, получается, вот этот дисбаланс, он говорит о том, что насколько государство выполняет взятые на себя обязательства, и насколько мы на самом деле заинтересованы в достижении устойчивого развития и выполнении обязательств по международным конвенциям. Кроме того, в этом году состоялась большая конференция в Рио-де-Жанейро, это саммит Земли, на котором Кыргызстан также заявил о своей дальнейшей приверженности по направлению развития зеленой экономики. Но при этом в существующей структуре бюджета мы не видим этого поворота или хотя бы попытки сделать шаги в эту сторону. С точки зрения
Проект, как я уже говорила, что проект бюджета не является чувствительным по отношению к экологическим экстерналиям, не учитывает риски экономического развития, связанные с деградацией окружающей среды и истощением природных ресурсов. Вот, например, мы говорим о том, что в основном средства на охрану окружающей среды выделяются на Государственное агентство по охране окружающей среды. Но когда мы смотрим на другие министерства и ведомства, например, Министерство сельского хозяйства, то мы видим, что там есть строчки, заложенные на, например, поддержание пастбищ в надлежащем состоянии. Но когда мы смотрим индикаторы, это всего лишь сбор средств за пастбище. Да? То есть вот индикаторы и меры, они существуют в некоторые разрывы. Отражение расходов на цели окружающей среды, которые существуют на сегодняшний день, не позволяют увидеть целостную картину деятельности в рамках охраны природы и рационального использования природных ресурсов. То есть фактически мы до сих пор не знаем, сколько средств нужно для того, чтобы осуществлять эффективную деятельность по охране окружающей среды. И нам поэтому необходимо разработать четких индикаторов, смет и понять, а что же мы хотим, какие целевые показатели. Невозможно проанализировать экологическую составляющую в связи с недостаточной детализацией тех бюджетных статей, которые мы сегодня имеем. И необходимо разрабатывать программы бюджета государственного агентства и включать вопросы охраны окружающей среды в те министерства и ведомства, которые сегодня работают с вопросами природных ресурсов и занимаются изъятием прибыли из окружающей среды и эксплуатацией природного капитала. Спасибо большое. Спасибо большое.